Андрей Вячеславович, вопрос к вам. Вот скажите мне, качество угля влияет на рабочий процесс и может ли это вызвать поломку оборудования? Однозначно, конечно, качество влияет. Дело в том, что не уголь подбирается под котел, а непосредственно котел конструируется под определенный уголь. И если уголь приходит более низких параметров, то есть это, во-первых, нарушается режим работы оборудования, во-вторых, возникает так называемый, если зольность повышенная, возникает так называемый абразивный износ, то есть который изнашивает полностью все рабочие поверхности. И поэтому мы стараемся бороться, чтобы качество угля было, соответственно, приходило на станцию. Насколько я знаю, вот как выше мой коллега указал, что мы должны поддерживать отечественного производителя, но отечественный производитель поставляет уголь очень низкого качества, перемешанный с грунтом. Почему на это не обращаете внимания вместе с нашими угольными разрезами, не разрабатываете систему контроля угля? Дело в том, что есть такая проблема. К сожалению, на территории Кыргызстана существует одна единственная лаборатория, которая аккредитована. То есть это лаборатория ТЭЦ города Бишкек. Мы неоднократно обращались в Кыргызкомур, направляли письма, чтобы они установили свою собственную лабораторию. Этот процесс уже продолжается, наверное, с тех пор, как только Каракиче начал поступать на станцию, на ТЭЦ города Бишкек, с тех пор мы этот вопрос поднимаем. Но пока ВОЗ и ныне там ничего не решается абсолютно. Поэтому и тут проблема. Единственное, есть неаккредитованные лаборатории, как в Карабалте, допустим, еще в на каких-то предприятиях. Но единственное, что они делают хорошие анализы, правильно их делают. Мы, бывает, спорные вопросы решаем там вместе с ними. Но их заключение не имеет силы, юридической силы в суде в том же самом. Ну вот вопрос. И потом, как я уже ранее озвучил, если в прошлом году было выставлено по штрафным санкциям порядка 14 миллионов сом, а в этом году уже более 60 за 3 месяца. Поэтому... Спасибо, Андрей Вячеславович. Я знаю, что вы профессионал, я знаю, что вы знаете свое дело. Вы установили окна, элементарные окна в корпусах, чтобы в этом году не повторилась авария из-за обморожения труб? Эта работа была проведена в прошлом году уже, завершена в прошлом году. Нам было выделено дополнительно порядка 500 миллионов сомов, кроме нашего ремонтного бюджета 500, то есть где-то 1 200 000 000 мы использовали, то есть мы перекрыли кровлю, мы застеклили все пластиковые окна, те же самые поставили, установили сэндвич-панели. То есть сейчас вот при морозе минус 10, минус 12, температура в главном корпусе составляет 7 градусов. То есть, вполне комфортно. Спасибо вам. Рашан Азатович, biz эми түшүнүп атабыз. Биздин өзүбүздүн ички өндүрүшүнү негизи колдош керек өндүрүүчүлөрдү. Биздин көмүрдүч. Бирок ошол көмүрдүн сапатын караш керек, Рашан Азатович. Көмүрдүн сапаты чынын эле аябай пас сапаты. Ошону сиз өзүңүздүн көзөмөлгө алып, ошону деген кандай кыласыз билбейм, бирок көмүрдүн сапатын көтөрүш керек. Аякта деген карашпайт экен. Бул боюнча биз рабочий совещание өткөргөнбүз. Обогатительный фабрика курал деп атабыз. Ошол Каракече жака. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө Кыргыз темир жолу 250 метрдей темир жолду салды. Балыкчыдан баштап Кыргыз темир жолун улантышыбыз керек. Обогатительный фабрика куруу боюнча биздин планда бар. Бирок ошол эле мезгилде эгерде бул багытта инвесторлор болсо жакшы болот эле. Бүгүн бюджеттин тартыштыгын өзүңүзгө да маалым. Бирок бул багытта жумуш алып барабыз. Рахмат. Рахмат, ийгилик каалайм силерге. Рахмат.